Просто надо скачать в свой смартфон приложение, забить свои данные, сфоткать свой паспорт, свое лицо, и все, за 5 минут вы уже сами заняты. Так, с помощью смартфона глава Изминского сельского поселения Альмир Шайхетдинов освоил новый статус. Теперь он самозанятый. Мужчина сдает в Казани квартиру. Выйти из тени решился месяц назад. Говорит, как только начались разговоры о самозанятости, понял, дело стоящее. Ты работаешь, не опасаешься, когда придут там с налоговой или еще с откуда-то. Все открыто, все там, отчетов, и плюс еще не надо отчетов никаких давать, ты уже все в телефоне, все есть. Приветствую, здоровый! Как жизнь, как работа? К примеру главы последовали односельчане. Свое десятилетнее хобби Ильдар Давлетшин превратил в бизнес. На своем тракторе помогает местным вспахивать землю и собирать сено. Теперь в статусе самозанятого отчисляет в казну 4% с каждой услуги физлицам, 6% юридическим. В сельсовете мне сказали, что такой программа вышел. Я пошел в налоговой. Там мне все сделали. Сейчас в Изминском сельском поселении число самозанятых перевалило за 13. В основном это парикмахеры, продавцы сувениров и повара. С начала года в республике из тени вышли более 13 тысяч человек. В России цифра, насколько я знаю, доходит до 100 тысяч. Сейчас у нас виден особый интерес к налогу на профессиональный доход. Это, наверное, связано и с летними каникулами, что школьники выходят, студенты. И в муниципальных районах регистрируются, и главы сельских поселений регистрируются в качестве самозанятых. Напомним, Татарстан один из 4 пилотных регионов. С 2020 года такой налог могут ввести по всей стране. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Сабинский район.